Меня зовут Гульнара, я координатор нашего татарского дома в Москве, в центре Таганки, штаб Татар Москвы называется. Здесь у нас очень много образуется новых пар. Каждый год там у нас статистика, наверное, от 12 до 15. Вот у нас вчера прошел женский вечер, пятничный вечер, и у нас вчера выступал женский коллектив «Даян» называется. Они тоже вместе собрались и начали петь. Там 6 девочек, и они образовали ансамбль. Также у нас очень много талантливых ребят. У нас штаб «Татар» существует порядка 25 лет. В том году мы отмечали 25-летие. И у нас очень много друзей, очень много людей, которые нас уже посещают порядка там, лет 10-15. И все кто-то там женится, уходят, потом через какое-то время возвращаются, приходят в гости, спрашивают, как мы. И очень радостно то, что у нас есть наши любимые друзья, которые всегда тоже нас поддерживают. И всегда наши начинания, наши проекты. Вот, например, каждый год мы проводим, вы знаете, то, что женские встречи. В том году мы проводили женский вечер в книжном доме книги на Арбате. Очень классный у нас прошел вечер. И у нас сегодня в гостях наша любимая певица Диля Даль. Она организовала новый музыкальный литературный проект. «Музыка души» называется, да, и она вот как раз о нем расскажет, и они согласились перед нами выступить. Так что начнем вечер, мы сегодня с музыкальной встречи. Очень приятно сегодня здесь находиться, как-то спонтанно. Вот после репетиции мы с Гульнарой созвонились, договорились встретиться, обсудить как раз наш проект, и говорю: Гульнар, ну давай как-то позовем наших любимых татар на наш музыкальный вечер, потому что в том году действительно очень классно все прошло в Доме книги. И вот она говорит: а давайте вы сегодня споете. И мы говорим: ну, с удовольствием. Я хочу пригласить Регину Тургаеву, тоже из Татарстана, певица шикарная, лауреат конкурсов всероссийских. Давно мечтала попасть, познакомиться, наслышана. Мы с Дилей очень много лет общаемся, я знаю новости, и что существует такой штаб. И, честно говоря, всегда восхищалась тем, что есть люди, которые по одной национальности встречаются вместе, держатся вместе, поддерживают друг друга. Это так важно и в наше время, и вообще важно быть вместе и знать, что ты не один, знать, что рядом есть какие-то люди, которые тебя поддержат, которые тебя могут и выслушать. Да, у вас такое общение, я смотрю, в группе недавно только добавилось, там и пошутить могут, и сватаются, я смотрю, в группе. Ну все, в общем, легко. Очень много пар, и с теми, с кем мы дружили, создалось, и это очень круто, потому что все-таки вот татарам сложно найтись в Москве, а здесь такое место, где вы можете друг с другом познакомиться, пообщаться, как бы сходить на мероприятие и уже почувствовать друг друга, влюбиться и уже создать пару. Это очень здорово, потому что продолжение своего рода татарского, это очень, это очень ценно. И хочу сказать, что у меня очень много друзей появилось вот из штаба за этот большой период времени. Хотим спеть для вас песню из нашей как раз концертной программы, которую готовим сейчас. Кружат ветра, кружат ветра, сотни лет, и день, и ночь вращается карусель земля. Сотни лет все ветры возвращаются на круги своя. Но есть на свете
желаю вам, чтобы ветер перемен пришел в вашей жизни, конечно же, принес вам только любовь, только счастье, только благополучие. Спасибо вам за ваши улыбки, за вашу любовь. Любите и будьте любимыми. Senin kara kaşların, senin kara gözlerin, senin yağımla sözlerin, yana benim yüzlerim. Senin kara kaşların, senin kara gözlerin, senin yağımla sözlerin, yana benim yüzlerim. Ben seni yaratam, yaratam, yaratam. Ben seni var bir üzüme karatam. Ben seni yaratam, yaratam, yaratam. Ben seni var bir üzüme karatam. Оп, а погромче. Olma bakşasını kırem, ürgen şaşımda sütem. Sabır etem, seni kütem, kirek mimi. Alma bakşasını kırem, ürgen şaşımda sütem. Sabır etem, seni kütem, kirek mimi avutem. Yaratam, yaratam, yaratam. Min sine vardır, üzerine paratam. Min sine yaratam, yaratam, yaratam. Min sine vardır, üzerine paratam. Sandılaşını görsen de yılğa izleyenlerim. Bir gün bilmeyi yüreğimde niye üzülenlerim. Min sine yaratam, yaratam, yaratam. Min sine vardır, üzerine paratam. Min sine yaratam, yaratam, yaratam. Min sine vardır, üzerine paratam. Руслан, у нас сейчас будет интерактив, игра. У нас есть Алия Лутфуль, давайте тоже поприветствуем. Алия у нас всегда проводит интересные игры, и сегодня она тоже у нас хочет провести интересное знакомство. Да. Знакомство будет необычное. То есть я понимаю, что все татары у нас супер скромные, все такие: я не хочу, я не буду, не вытаскивай меня. Поэтому вытаскивать никого не буду. Что нужно будет делать? Нужно будет просто подойти ко мне, я даю вам карточку, где написано 3 факта о человеке. Да? Задание со звездочкой, да? У кого-то это будут факты только про одного человека, то есть, допустим, не знаю, любит футбол, вышивает крестиком и любит смотреть корейские фильмы, да, условно. Что нужно будет делать? Нужно подойти к человеку, да, познакомиться, ну, спросить, как тебя зовут, да, допустим, Алия, и задаете вопросы. Алия, ты любишь смотреть по утрам корейские фильмы? Я такая: ну да, возможно, а дорамы? Нет. Хорошо, значит, это не ты. И задаем дальше факты. Если все 3 факта совпадают, значит, это человек, которого вам нужно было найти, да? Если не совпадает, то просто рядом пишите имя, да, что этот факт еще подходит под, там, не знаю, Ильсияр, под Гульнару, под Динару. Хорошо? Все понятно? Парням дам девчонок, девчонкам дам парней. Что прикольно в этой игре, она, во-первых, простая, ни к чему не обязывает, да, и вы познакомитесь с большим количеством людей, потому что очень редко, когда человек сразу находит того, кто написан у него на карточке. Она спрашивает, как тебя зовут. Ну, конечно, сейчас кому-то положит кольцо, но это мое. Это не подарок. Да, не уходим, здесь остаемся. Так, давайте.
Обрезала, да? Она мне часы хотела положить. Не получилось. Даша мне... Цыганочка с выходом! Я снимаю! Игра ведь Амин, ты накаляется. понял, кому кольцо давать, да? Никто не хотел. Кому давать надо? Пришли. Только харизматичным. Так, Игорь, Надь, вот два парня стоят, а вот тут две девочки. Ну-ка, махнитесь. Руслан, встань, пожалуйста, рядом. Вот, к сердцу поближе. Молодец. Это ладошки мокрые у всех, это переживают. Так, готовы? Бер, Ике, эш! Раз, два, три. А сейчас будет скорость. Так, шире круг, хитрый улыбочка. О, а давайте Задерживаться следующий. Давай, рэп. А мой парень. любой. Давай, Эмин. Что-то там лавэс. Давай. Осень ворвалась безумными мечтами, проливными дождями, холодными днями, темными ночами, долгими мыслями. Да-да-да. Болит... все, даже не помню. Сейчас подняли мальчик, надеюсь, да, девушка? Внимание! Человек готовит чай с молоком или с кипяток, осторожно! Это заварка была? Что это? Что это? Так, это... Так, сахар, соль, уксус. Что это? Капучино. О-о-о. Давай. О, Габария. Себя своих говориков. Мужественный, очаровательная, харизматичный. А я? Пошла она. Ну, если это не будет сочтено как лесть, деятельная. Молодец. Так, тебе тоже надо. Весельчак. О, весельчак. Я ловец. Ловец. Умненький. О, Проворный. Общительная. Яркая. Да-да-да, намного больше. Я чувствую власть в своих руках. Скромный. Активная. Сообразительный. Кто был первой женой Брэд Питта?
Не, Анджелина Джоли. 30 секунд. Это, которая блондинка играла в этом. Друзья называется сериал. Как она? Дженнифер Энистон. Йоу. Точно? Да. Девочки, скажите, пожалуйста, кто использует воблер? Кто использует воблер? Это что-то громко говорить, типа такого. Подумайте. По-моему, это что-то ну, типа громко говорить, воплер. Хорошо, ну ладно, ставим. Кто использует воблер? Ваш вариант? Нету вообще. Может, на стыдзе Рыбаки. Верно, рыбаки, мормышки, воблеры. Это все. 3-3. Это все снасти. Идем дальше. Девочки, знаете, что такое пассировка? Да! Мальчики, что такое пассировка? Что такое пассировка? Пассировка это, значит, Обжарка лука с уксусом на масле. значит, подсолнечном на растительном масле, значит, продукт доводится до определенного состояния, до полуготовности. Например, лук пассирует. Я объяснил, ничего не объяснив. Нет. Зато вкусно получается. Это близко, но чуть-чуть не то, да, но близко. 4-3. Девочки, сколько в среднем живет лошадь? Они тоже не знают. Я Ответ готов. Сколько? 10 У меня кот коту уже ответил. 35. 25. 35. 25, 30. 50. 25. Вот это у меня отсюда единый ответ. 25. Неверно. От 40 до 60. В какой стране впервые женщина стала премьер-министром? Жанна Дарк. Я не подсказываю. знаете? Я писала диплом на тему женщин-премьер-министров. Давай. Говорю, да? Индия, да. 50 рублей. Индия. Девочки, знаете кто? Великобритания, наверное? Нет, Индия. Ну, близко, но Шри-Ланка. Нормально. Там, В каком виде спорта разыгрывают Кубок Стэнли? Парни знают. Теннис это Вимблдон, нет? Может быть, у него просто такое выражение. Там после большого шлема. Им просто забавно, кто как. хоккей. Теннис. Нет, хоккей. Все, хоккей. Верно. Что превращает морс в кисель? Желатин. Девочки, согласны? Ну да, ты что? Крахмал. Крахмал. Правильно. Нет. Используется ли известь при изготовлении бетона? Нет, Не подсказывай ничего. Я не подсказываю. песок и вода. Да? Мы видели известь. А известь? А есть известь? Нет. А подождите, а если газобок какой-нибудь? Но это же бетон. Вот представь бетонную плиту. Она серая. Все, время вышло. Ответ. Да, Нет. Итак, девочки. Нет. Нет. Почему? Потому что рассыпаться начнет известь. Что такое известь? Ну-ка. А что такое известь даже? Ну, известняк это каменная. Это минеральный. Это минерал. Правильно. У кого лучше развиты вкусовые ощущения и обоняние? Да, у вас 20 секунд. Лучшие мужчины шеф-повара. Нет? Ну, кстати, да. Логика над логикой пошла. 10 секунд. По сути, А парфюмеры тоже мужчины. кстати, парфюмер. Итак, кто отвечает? Кто? Давай. Кто отвечает? Все, ребята, отвечаем. Женщины, конечно же. Они намного чувствительны к вкусам. Под сомнением остается только соленое во всех, без исключения исследований. Что касается обоняния, то и здесь женщины реагируют быстрее и точнее. 5-5, второй раунд! Нормально. Да. Какую рыболовную снасть делают из свинца? Это вот такой кругляш, который подвешивает кругленький грузик. Молодец. Как зовут жену принца Уильяма? Не на «э». Вот тебе подсказка. Не Элина, короче. Не Элина, нет. И не Зутра. И не Ильсияр, и не Игрия. Можем сказать название? Нет, только ты. Оленят? Когда будет... Вы знаете? Да. Смотри, все знают. Девочки всегда знают. Актриса. Правильно? Ну, тут как бы не знаем. Ну, ладно. Кристина. Ну, на самом деле, ты был близок. Как зовут? Катерина. Кейт Миддлтон. Катерина. Почему можно ударить пыром? Что вопрос? Почему можно ударить пыром? Ножом. Ну подумай ты.
Почему? Человеку. В смысле как? Можно отвечать? Ты Халку. Ну, я вам дам возможность. Да. Нет, только один человек. Нельзя советоваться. Нельзя советоваться. Нельзя советоваться. Отвечаешь от себя. 10, 9, 8, 7. Живот. Ха-ха-ха-ха-ха. Парни смеются. Так, парни. По мячу, конечно. Что такое авантюрин? Авантюрин. Что такое? Биодобавка. Не знаю, это типа лак для ногтей. Короче, в комплекте одежды что-нибудь. Лак для ногтей, либо комплект одежды. Девочки, что это? Камень. Да, это полудрагоценный камень. Полудрагоценный камень. Да. Чем отличаются футбольные кеды от футбольных бутс? Они отличаются. Ну, наверное, количество шипов. Ну, шипами отличаются. Шипами. Молодец, молодец. Что такое мулине? Нитки для вышивания. Да? Да. Да. Взвод, полк, батальон, рота. Что из этого меньше? 3, 2, 1. Взвод. Парни, в взводе сколько? Какое количество? А? 300? 7 человек там, да? Отличается. У нас кто-то из военных. Правильно, правильно, взвод это меньше. Скажи, пожалуйста, с какого знака зодиака начинается астрологический год? Козерог. Итак, ответ Козерог. Девочки, согласны? Овен? Да, Овен. Овен, да. В честь этой птицы в Советском Союзе Ой, господи. назвали самую представительскую машину. Чайка. Скажи, какая страна знаменита своими булками? Франция. Франция, да, правильно. Сколько карт в преферансной колоде? 56. 32. Азамат, у тебя про марку инструментов для маникюра. Самая известная немецкая фирма – производитель инструментов для маникюра. З. Есть. Ну, З есть, да? Уже неплохо. Зина. Зингер. Улыбается? Кстати, сколько длится период в американском футболе? Так, все, 3, 2, 1. 2 минуты. 3 минуты? Это период? Так, Эдуард, самый сложный вопрос. Я даже не знаю, справишься ты или нет. Как называется юбка до колена? Юбка-карандаш, карандаш. Нет. Нет? Миди. Ребят, учим юбки, значит, до сюда мини, когда 10 сантиметров от колена. Дальше здесь миди и пониже макси. Мини, миди, макси. Сейчас у вас будет просто по 2 человека. То есть вы можете себе брать кого-то в напарники и совещаться. 3 фрукта для похудения, вот для снижения веса. Какие девчонки едят? Это стопудовый грейпфрут. Да, есть. Грейпфрут есть. Давайте похлопаем. Да. Есть такой фрукт, как киви. Киви не входит. Я на нем похудел на 500 килограмм. На киви? На киви похудел, смотри. Да, еще что? Тогда это ананас. Ананас входит, да. Да. И еще этот самый. Этот самый? Этот самый у нас третий. Яблоки, на них очень... Я думал, чьи сейчас скажешь. Нет, знаете, девочки? Лимон. Лимон, да. Цитрусы все. Лимон, грейпфрут, ананас. Итак, сколько граней у куба? Куба. Можно не совещаться. Отвечаем. Простым дураком, но кажется 12. Так. Я дурак, да? У куба 8 вершин, 12 ребер Ребра. И 6 6 граней. граней. 6 граней. Аплодисменты, да. Как называлась песня, с которой Дима Билан победил на Евровидении? Он там может беременная? Да. Первая, вторая была беременная? Там и, да, Плющенко танцевал, да. Да, Believe Me. Да, вы правы. Так, ребята, скажите мне, пожалуйста,
Как раньше называли мешочек для хранения табака? Я могу ошибиться, но может Ты не ошибаешься? Это верно. Верно, ребята. Ого. Кто такие суфражистки? Асыл. Связано с феминистками. Что-то связано с феминистками. Чуть-чуть конкретней. Ага. Равноправие. Ага, в чем? В правах женщин. Ага, в правах каких? Рабочих, наверное. Рабочих. Еще? Жизненных. Социальных. Избирательных еще было. Да, да, то есть изначально началось все за избирательные права, чтобы женщинам разрешили голосовать. Какая шахматная фигура ходит только по диагонали? Ну, слон. Офицер и слон. Все, верно. Оба вопроса. Так, самый большой остров в России. Ага. Евразия. Нет. Сахалин. Сахалин самый большой остров. У собак какой породы синие языки? Чё? Как называется трасса для скоростного движения автомобилей? Магистраль. Самый малоперспективный месяц для рыбалки. Когда нереста нет. Январь. Верно. Кто из зверей самый толстокожий? Нет. Слон. Так. Слон. Нет. Бегемот. Кто совершил первое кругосветное путешествие? Колумб. Нет. Магеллан. Нет, все, был. Колумб. За нас или нет? Какой гриб собирают ранней весной? Гриб подосиновик. Подосиновики. Ранней весной. Подснежники. Сморчки. В честь какого известного политического деятеля был назван Мишка Тедди? Всем девчонкам дарят. Маргарет Тэтчер. К какой стихии относится знак зодиака Водолей? Стихи, водолей? Да. Водной стихи. Как называется французское блюдо из печени гуся? Хороший вопрос, легкий. Для чего женщине может понадобиться ацетон? Чтобы пятна вывести. Нет, лак снять, Прожжешь же. Да. Ну, конечно же, нельзя подсказывать, но запоминай. Смыть старый лак на ногтях.